Ну, в плане, в первую очередь, поддержки молодых семей была озвучена цифра, что родительский капитал будет увеличен на 150 тысяч рублей. Это, конечно, колоссальная добавка и поддержка, и она уже будет составлять при рождении второго ребенка 616 617 рублей. Я думаю, что это будет весомым прибавкой к бюджету молодой семьи. И также было озвучено новое еще предложение, что при рождении третьего ребенка за счет федеральных средств будет гаситься задолженность по ипотечному кредитованию. В общей сумме составит более 1 миллиона рублей помощи молодой семье в плане приобретения или строительства жилья. Также мы услышали, что во всех регионах России, в следующем году уже в большинстве регионов обязательное будет горячее питание для младших классов, 1-4 класс. И в регионах, где еще школы не будут технически подготовлены к этому, до 2023 года все школы уже должны будут оказывать эту услугу. Это, естественно, тоже очень большая помощь для малоимущих семей, если их ребенок будет накормлен уже во время учебы в школе. Даже если вот эти озвученные на данный момент формы поддержки семей будут исполнены, я думаю, что это будет очень весомым прибавлением и поддержкой для бюджета. Ну и, конечно же, для нашей республики это очень серьезная будет помощь, учитывая то, что у нас ежегодно увеличивается рождаемость, то есть у нас с этим по вопросам проблем нету, и даже и дополнительная поддержка республиканских властей, я думаю, которые тоже будут предусмотрены, потому что это все будет решаться в комплексе, поможет нашим молодым семьям стать быстрее на ноги, и влиться в те позитивные процессы, которые происходят в регионе.